Здравствуйте, дамы и господа! Предлагаю вашему вниманию выдержки из программы людей, родившихся 5 марта невисокосных и 4 марта високосных годов. Информация выборочно взята из каталога человеческой популяции и представляет собой очень краткий обзор их характера на примере женского описания. Данную личность можно охарактеризовать как человека, живущего по принципу маятника, раскачивающегося из стороны в сторону. Ее можно определить как человека алгоритма, контрастов, потому что все личностные особенности данной дамы, вся ее жизнь подчинена вечным изменениям, колебаниям, приводящим к абсолютно противоположным состояниям. Алгоритмы маятника делают из этой женщины весьма двуличную особу. Происходящие внутри нее колебания, рваный ритм ее внутренних состояний определяют действия механизмов всей ее жизнедеятельности, начиная от физиологии, заканчивая мировоззрением. Везде и во всем она, так или иначе, переходит из крайности в крайность. Гениальность в ней соседствует с тупостью, возвышенность мыслей, чувств, стремлений с грубостью и обыденностью и даже пошлостью, углубленность себя сменяется охваченностью событиями, происходящими вовне, а тонкие абстрактные материи с грубой материальной основой. Среди этих контрастов отчетливо видится наличие двойного дна данной личности, которое оттеняется устойчивым стремлением к выставлению себя в лучшем свете. Имея обыкновение вслух рассуждать о высоких материях, иных мирах и духовности, в реальной жизни данная дама руководствуется чисто материальными принципами и весьма приземленными мотивами. Она постоянно переходит из одной своей собственной ипостаси в другую и выступает то как потусторонняя личность, общающаяся с духами, то как личность с менталитетом прапорщика, отпускающего шутки, достойные солдатской столовой. Несмотря на декларации данной дамы о первенстве духа над телом, она не мыслит своей жизни без суеты бытия. И в этом ничем принципиально не отличается от прочих обывателей, не вспоминающих о духе и душе. Поведение данной личности неоднозначно, вводит в заблуждение и замешательство. Она то высказывает философски глубокую мысль, то вдруг демонстрирует чудовищный ляпсус, заставляя окружающих сомневаться в том, с этим ли человеком они разговаривали полчаса назад. Жизнь данной дамы – один сплошной контраст. Периоды совершенно невообразимой активности, когда она сама буквально мелькает в воздухе, чередуются с промежутками полного бездействия. Резкие мощные эмоции вдруг сменяются состоянием полнейшего штиля, обжорство сменяется полным отказом от еды, а желание покончить с собой вдруг сменяется на оптимизм. Вся ее жизнь со стороны выглядит как амплитуда с резкими пиками плюсов и минусов. Данная личность способна представлять себя как потомственная ведьма, колдунья, экстрасенс или великий астролог, например. Она может представляться женщиной, не только имеющей мистическое мировосприятие, всерьез увлекающейся эзотерикой, но и на практике применяющей свои познания в разнообразных таинственных областях. Огромное место в ее жизни и мировоззрении занимают понятия судьба, рок, карма и тому подобные вещи. Может показаться, что она не только интересуется, а всерьез занимается различными оккультными практиками и науками, не только изучает, но следует различного рода эзотерическим системам. Она может состоять в каких-то тайных школах, сектах, посещать различные варианты мистических сообществ, таких как ашрамы и так далее. А может нигде не состоять и никаких заведений подобного рода не посещать, всем этим успешно занимаясь на собственной кухне. Данная дама может предстать как шаманка, то есть человек, который способен или утверждает, что он способен залезать в душу, так сказать, того или иного явления, мистическим образом постигать его суть и овладевать его основными принципами. Овладев этими мистическими принципами, как станет утверждать данная личность, она использует их для того, чтобы попытаться войти в какие-то невидимые области, зоны, неведомые пространства, параллельные миры, испытать какие-то необычные состояния сознания и тела, пытаться подчинять своей воле природные явления или управлять событиями, людьми, животными. Данная дама может рассказывать о том, как важно попытаться погрузиться глубоко в себя, отключиться от внешнего мира с его событиями, людьми, суетой и материальностью, воспринимая его как фон. Она объяснит, что благодаря подобному состоянию, как некой форме жизни в себе, она способна познать суть того или иного явления.
Система верований данной дамы, как и положено человеку-маятнику, находится в области существования, взаимодействия и постоянной борьбы противоположностей, таких как добро, зло, Бог, дьявол и так далее. Весь мир, видимый и невидимый, представляется ей как одна огромная арена для борьбы этих сил. Она убеждена, что способна, благодаря своим сверхвозможностям, реально вмешиваться во вселенские процессы, невидимые глазу обычного человека, обывателя, и участвовать в этом таинственном действии. Она пытается активно влиять на видимое и невидимое с помощью амулетов, гаданий, разного рода заклинаний. Этой дамой могут использоваться также различные системы гаданий, обычные карты, карты Таро и другие методы постижения невидимой подоплеки вещей и событий. Она станет утверждать, что стремится защитить себя и других людей от воздействия темных сил, бесов, злых духов, суккубов, инкубов. Но не только эзотерические, так называемые духовные аспекты тревожат данную даму. У нее имеется одна очень интересная психологическая особенность. Она имеет огромные сексуальные потребности. Внутреннее понимание данного вопроса и самоощущение этой дамы можно охарактеризовать приблизительно так. В жизни существует сначала секс, а потом уже все остальное. Поэтому любые ее проявления и качества оказываются нанизанными на стержень, на ее безумное, страстное, без конца ощущаемое половое влечение. Это влечение у данной дамы никогда не начинается только потому, что оно никогда и не заканчивается, продолжаясь сначала от рассвета до заката, потом от заката до рассвета и так в режиме нон-стоп всю ее жизнь. Данная личность имеет гипертрофированные сексуальные потребности от природы. Эта дама может и хочет иметь секс с противоположным полом всегда, везде, несмотря ни на что, побольше, подольше, почаще, а главное без остановки. Жизнь под подобным, так сказать, градусом полового влечения формирует у данной личности философию, типа «моё жизненное кредо всегда». Несмотря на то, что сексуальные отношения доставляют этой даме массу удовольствия, ее преследует также идея греха. Образно говоря, эта идея выпрыгивает с ней прямо из постели и не прекращает ее преследовать до следующей постели. Подобная ситуация субъективно ощущается ею как ложка дегтя в бочке с медом. Когда после бурно проведенной ночи беспрерывного, непрекращающегося наслаждения, она вдруг начинает думать о своей извращенности, распущенности, а главное – полной неуправляемости. В том случае, если она придерживается религиозных взглядов, она может попытаться обратиться к священнику за советом или с исповедью, а также может посещать несколько монастырей и десятков ашрамов в поисках надежного средства по усмирению своих сексуальных аппетитов. Если вас заинтересовал краткий обзор данной личности, и вы захотели получить полное описание этого или любого другого человека, многократно превышающего по объему информацию, которую мы вам сейчас предоставили, обращайтесь, пожалуйста, в американскую компанию Catalog of Human Population General Partnership, сайт www.catalogofhumanpopulation.org.